Друзья, всех приветствуем. Мы находимся на YouTube-канале Найза ТВ. У нас сегодня долгожданный подкаст Найза Дае. И у нас возвращение на канал Нурбек Карбала. Нурбек, где пропадал? Был в отпуске. Заново, да? Долгое время планировали этот год и следующий год, то есть все это лето. В принципе, в этом году у нас был такой план, чтобы летом вообще турнир не проводить. Почему? Потому что студенты все разъехались. Чисто для Алматы турниры сегодня летом не совсем интересны. Выездные турниры, пока у нас был такой момент, где мы там исследовали рынок, работали над другими вещами. Вот сегодня должны объявить по сайту много-много таких хороших, позитивных вещей, которые мы планируем реализовать в этом и следующем году. А так, в целом, был в отпуске, ездил в Ташкент, Бишкек, в Астану на ряд разных мероприятий. Поучаствовал вот в последнем на кубке по рукопашному бою. Поучаствовал в виде гостя. Также в Бишкек, Ташкент съездили. Очень удивились и гостеприимством, и тем, что действительно ярые фанаты Узбекистана и Бишкека, Ташкента, Кыргызстана очень заинтересованы в проведении Найзы именно в этих регионах. Так что будем неукоснительно следовать плану, и уже в дальнейшем у нас ряд мероприятий запланирован. Давай сразу небольшой спойлер закинем нашим зрителям, чтобы они не подумали, что мои вопросы тебя бросают в пот, что ты только после тренировки. Да, тренируйтесь в день 30-40 минут, спорт куришь обязательно. Вот я прям перед этой съемкой час. Обеденное время, ты же знаешь, я не обедаю, не завтракаю, и вот обеденное время я использую именно для спорта. Так что, друзья, не пропускайте спорт. Спорт — это здоровье, сила, красота, уверенность в себе и прекрасное самочувствие. Угу. Просто это тоже чуть вяжется с вопросом о том, что ты дал уточнение, что ты не участвовал на турнире, да, именно его просто посещал. Все-таки я поучаствую в этом году. Планировал поучаствовать на Кубке по Панкратиону. У нас есть там чат. Обычно он проходит среди взрослых команд и какого-то определенного другого возраста, но бывало так, что заявки дополнительно оставляли ребята, те, кто хочет поучаствовать среди ветеранов, грубо говоря, да, так скажем, ветераны, 35 и выше, до 40, кажется. Я вот как раз-таки в эту возрастную категорию подхожу, но почему-то там никто не собрался, наверное, не из-за того, что я участвую, наверное, а в силу многих причин, кто-то там не тренируется. Ты можешь заявиться под моим именем, если что. Можно, да, и творческий псевдоним, да. А так, вот у меня две цели было в этом году. Это побороться по грэпплингу на каких-то таких международных стартах. И, скорее всего, в этом году жалко, мир прошел уже. Бывало раньше, вот мы ездили, и по ветеранам всегда выступали, там заранее заявка шла, но как бы не сильно так привязывается к этому результату, который у нас основной. Но как бы для того, чтобы себя протестить, проверить, это хорошие такие моменты, особенно для нас. Сейчас, наверное, такими с высокоподготовленными спортсменами в своем весе драться, все-таки как бы травмоопасно где-то отчасти, может быть, и функционалка там не та, да. Но что я заметил, у себя прогресс за эти 3-4 месяца, очень хороший прогресс. То есть я не перестаю тренироваться в неделю 5 дней. Хорошо себя чувствую потихоньку и функционально подтягиваюсь физически. И уже старые навыки вспоминаем, школу, как говорится, Сагындай Агай, у кого мы тренировали в свое время. После вот возвращения тебя в спорт повысишь гонорары бойцам, которые выступают в Найзе, потому что, вот видишь, ты сейчас окунулся в тренировочный процесс, и ты ощутил, что все-таки сложная работа быть бойцом или нет? Очень такой, знаешь, как бы своевременный, хороший вопрос, и одновременно я понимаю, что он там беспокоит ряд людей, да, тех же зрителей, которые у нас, фанатов, которые любят этот спорт или вообще в целом спорт любят, также бойцов, там, менеджеров, их матчмейкеров и так далее, и так далее. Сегодня бойцы, фанаты и все должны понять одну вещь. Это бизнес. Если мы строим бизнес, значит, даже Дана Уайт, вот смотри, в ММА самые большие гонорары это где? В UFC? Все равно возникает вопрос на то, что как бы типа вот нам не доплачивают или там, переплачивают, точно никто не говорит, все хотят больше. Этот разговор в UFC, он уместен. Почему? Потому что компания конкретно доходогенерящая, да, там, грубо говоря, у них только с одного ESPN, но чужие деньги считать нехорошо, но все равно как бы это тот эталон, куда мы все стремимся, да, там ESPN платит UFC около 800 миллионов, 700 миллионов долларов в год
за то, что они там транслируют и так далее. Ну, не говорю уже про партнерские, продажи билетов, мерча и так далее, и так далее. То есть компания в целом на конец года, помнишь, да, или на конец полугодия они выставляли свои доходы, и где-то в рамках 2 ярдов, да, было? По-моему, даже чуть больше. Даже чуть больше. Ну вот, если мы как компания начнем зарабатывать, а от этого многое зависит от фанатов, конечно же, да, то есть это те подписки, которые мы запускаем, продажи, билеты, мерчи и все остальное, что мы продаем, ну, соответственно, партнерка. Если мы видим доход, естественно, мы понимаем, что этот доход пришел нам благодаря, естественно, нашей команде, всей нашей работе, но и по большей части от бойцов. То есть кто-то хотел посмотреть этот поединок, бойцы сделали его интересным, то есть подвигли на то, чтобы их фанаты покупали билеты, там, не знаю, мерч и подписку. Естественно, мы будем делиться частью прибыли. То есть это и в бонусах будет отражаться, и в самом гонораре. В принципе, в Казахстане мы сегодня платим, ну, можно сказать, самые большие гонорары. Где-то, может, сравниться с российским промоушеном, тоже, наверное, где-то больше платим. Ну, ты сам, да, знаешь, да? То есть цифры непосредственно. Есть такие цифры, но, естественно, вот мне был такой случай недавно, когда боец там запросил такой гонорар, как будто... Да, он мастеровитый боец, очень сильный боец, но, тем не менее, он не то чтобы недостоин, да, то есть его бои столько не стоят. Почему? Объясню. В первую очередь, давай вернемся, там, мы просто тупо я там ребятам с маркетинга сказал, изучите его, там, все бои, которые он подрался. Сколько мы там набрали просмотров. Ну, даже в общей сложности даже 200 тысяч нету за все его бои. Изучите там продажи билетов, вот когда он был в карде, да, там, допустим, да, ну, то же самое. Нет такого эффекта. Ну вот, соответственно, бойцы, каждый боец должен понимать, чтобы больше зарабатывать, надо больше продавать, чтобы покупал. И если даже мы будем меньше там, ну, зарабатывать, да, там, естественно, мы будем в любом случае доходом делиться. Но сегодня говорить, чтобы один из промоушенов в Казахстане вышел в ноль, у нас есть план, есть стратегия, к которому мы стремимся, мы к ней приближаемся, да. Но сегодня говорить о том, что мы в ноль вышли и зарабатываем там, как говорится, от этих ивентов и всей нашей деятельности, ну, еще рано, да. Так что бойцы должны понимать четко, что они могут дать лиге и сколько они получат. Вот это очень важно. Ну, да, справедливо. Ну, конечно, если мы не зарабатываем как... На сегодняшний день вот в этом всем промоушене, во всех этих ивентах, они идут только на пользу бойцам. То есть они зарабатывают, у них простоя нет, они тренируются, вот как один из наших таких ветеранов тренеров говорит, то есть отсутствие ивента, там, откат для нас назад, да, там, на несколько, не только там месяцев, он сказал, даже где-то около больше года. Ну, то есть делаем прогресс, даем им там имя и даем, медийку даем, турниры даем, бои готовим, конкуренция есть. Ну, деньги зарабатывают, ну, давай возвратимся к гонорарам там казахстанских бойцов. Не будем говорить заграничных, там, ну, Нурбек Абдрахманов, там, Алиби Идрис и многие-многие другие ребята, ну, сегодня зарабатывают там от 2 до примерно там 3,5-4 тысяч долларов. Это чисто про казахстанских. Не буду говорить про Жалгаса Жумагулова, там, про других. Мне кажется, стоит про него тоже поговорить вообще. Ну, Жалгас Жумагулов... Нет, именно сюда, как говорится, ставить наряду с этим... Да, все озвучили гонорар, то есть услышали, что 30 тысяч плюс 30 тысяч долларов. Жалгас где-то упомянул. Да, договоренность она такая была. Сейчас будет после этого там у кого-то возмущение. Почему? Жалгас Жумагулов в 2018 году собирал стадион «Барс» в Астане. В 2018 году в бою Асатрян. Тогда еще об ММА, там, чтобы понимать стадионные турниры, там, ну, типа на уровне а-ля футбола, да, как вот недавно произошло, там 30 тысяч человек собралось. То есть никто об этом и даже не мечтал. Не думал. Я сейчас вспоминаю ACA турниры, которые совместно с Алаш Прайдом проходили. На тот момент мне казалось, что там толпа сидела, даже когда Арман Успанов дрался с Расулом Мирзоевым. Я потом сейчас видео просматриваю, верхние ряды полностью пустые. Заняты только средний сектор. А вот при бое Жалгаса я помню, что был практически битком. Там 12 тысяч посадочных мест было, с партером 13. И где-то они продали около 10 тысяч мест. Ну, это в нашем случае это можно считать солдат, да? То есть нормальная продажа. И Жалгас дрался там несколько боев в UFC. Ну, успешно, неуспешно, это другой вопрос. То есть на своем уровне в 2019 году, я еще раз говорю, Жалгас и Мороз — это те ребята, которые ММА-движу Казахстану дали конкретно, вот непосредственно вот эти двое дали сдвиг.
а непосредственно конкретно это Жалгас. Почему? Потому что в то время еще все... Ну, вот ни один боец топового дагестанца или там российского бойца не выиграл. Жалгас что сделал? Выиграл и Багаудинова старшего, и младшего, и Тагир Муламбеков, хоть и спорная победа у Жалгаса, да, там, для меня он выиграл. Там многие-многие другие. Тайсон Нэм, да, был бой. Ну, таких топовых бойцов выиграл на пике своей формы. И, можно сказать, он изменил ход истории. То есть ребята поверили, пошли в залы и начали добиваться того, что добивается Жалгас. Вот сегодня там Асу, Азат Махсум и многие другие. Сейчас этот прогресс уже остановить тяжело будет. Почему? Самое главное, самим не останавливаться. Делать ивенты, будет появляться. Конечно, наряду с нами какие-то там, ну, а-ля там, называемые как, типа, поп-ума промоушены, которые там зачастую становятся популярными не из-за того, что там имеют какое-то мастерство, а, ну вот, допустим, там, не хотел его упоминать, но сейчас скажу, почему. Потому что это вот в маркетинговом плане это крутой проект. В маркетинговом плане. То есть этот, как его? Чингисхан или Ханата. Ну, везде висит сейчас на визуалах. А в спортивном плане и в социальном плане плохой пример, да? Ну, то есть... Ну, кстати, по поводу социального, я просто тоже стал чуть изучать, он же, наоборот, в плане социалки что-то... Не его именно бойцовская история, а так он же борется там с какими-то дырами на дорогах, с лужами. Не, там. это понятно. Я к чему говорю, что социалку я не эту... Под социалкой я себя подразумеваю, там, это дети, да? Это какой-то определенный вклад воспитания, да, там тоже, да, там вкладываю в это, да. Если сейчас брать с точки зрения воспитания, ну, как мы с этим боремся, да, то есть не надо много говорить, надо много делать. Или если говоришь, тогда делай. То есть не должно быть так, типа, да, там... Но я четко понимаю, что это временный эффект. Это не может... Помнишь, Сайлаубек такой? Не изучал ты? В Казахстане был Сайлаубек, рэпер. Выстрелил там какие-то определенные периоды и потом пропал. Ну, это так и произойдет, наверное, с Ханата, наверное, скорее всего, и многими-многими другими, которые появятся впоследствии. А спортивная составляющая Жако, Мороза, там многих-многих других бойцов, Армана Оспанова, там даже тот же сильный, но там не сильно медийный, там и Евгений Егибердиев, да? То есть у меня в памяти он как там сильный боец, который там за титул дрался, у которого такая была возможность. Окей, двигаемся тогда дальше по вопросам. Я думаю, что людям будет тоже по актуалочке интересно что-то послушать. Прошедший турнир UFC, такой громкий апсет вообще в мировом ММА, боец, на которого ставили коэффициент 12, что он победит решением судей по истечению 5 раундов. Шон Стрикланд одерживает победу, причем такую, можно сказать, доминирующую победу, забирает уверенно 4 из 5 раундов. И еще один раунд такой тоже спорный. На самом деле можно было и ему отдать, можно было и Адесане отдать. Смотрел турнир? Да, смотрел главные бои. 3 боя, кажется, посмотрел, даже 4. Один бывший соперник Жалгаса Жумагулова дрался с... Манель КП. Новичком, да, КП. С новичком из Бразилии. Ну, в плане в UFC новичком, да? А так у него Дебютант, пацан, да. Вообще в ММА дебютант? Нет, в UFC. Да, в UFC. В UFC не берут дебютантов вообще с 0-0. Да, ну, практически. Дрался, да. Также этот полутяж новозеландский, Хэт... Тафа, да, Тафа очень сильный. Он, знаешь, как бы напомнил мне Марка Ханта, да? Только с усами. Да, все новозеландцы напоминают Марка Ханта. Да. Напомнил бой Волкова. Напомнил. Тайту и вас. Удивил, да? Ну, в принципе, не скажу, что удивил, наверное, а больше обрадовал. И так, знаешь, как бы Волкова... Мы видели рост Волкова на М1, на вот этом реалити, да, он там выступал часто. Такой неуверенный в себе, скромный пацан в то время был. Каратист, который там больше напоминает студента какого-то гуманитария, нежели там... Ну, он, кстати, студент-технарь же, он еще да, ну, больше такой, знаешь, как бы такой парень, ботаник. Который не дерется, да. Ну, грубо говоря, ботаник, да, извиняюсь. На самом деле это очень даже хорошо, когда человек, знаешь, как бы внешне не напоминает, нет никаких-то атрибутов, спокойный всегда, скромный, но при этом очень сильный, да, и решительно может там 2-3 уложить, да, грубо говоря. Ну, кстати, с ним реально трансформация же произошла, он в свое время не мог набрать никак вес, сейчас весит 120 килограммов, в принципе, ну, и видно, что он имеет мышечной массы много, и тоже все, кто там не очень знаком с творчеством, да, скажем так, с боевой историей Александра Волкова, это первый чемпион Беллатора из России. Я помню, я же говорю, я помню его путь еще с начала М1. Даже до М1 они, когда в реалити снимались, с карате он прошел, вот эти его интервью Кёкушинкай, да, как он себя так, ну,
не то чтобы не уверен, но очень стеснительно вел. До сих пор как бы та скромность осталась. Вообще молодец парень, крутой бой. Я думаю, в таком темпе пару боев, даже один бой, мне кажется, приблизит его к бою за титул. Почему? Потому что в этом весе реально таких проверенных бойцов не очень много. Не очень много. Мгм. История, она как бы показывала, да, там, ну, знаешь, вот, чтобы... Вот был Джуниор Дос Сантос, да, долгое время прям это был все потолок, когда мы думали, что вот стабильность, и, скорее всего, там пару лет или ближайшие 3 года он отдавать не будет. Потом пришел Веласкес. Ну, конечно, травмы меняют ход истории. Это прям очевидно, да, что и с Веласкесом, что и с Дос Сантосом то же самое произошло. С Вердумом, допустим, да, там, вот такие моменты. Потом Нганна пришел, потом опять что-то поменялось. И вот сейчас, это же Блахович, да? Да, сейчас кто чемпион? Да. Сейчас Джон Джонс. Джон Джонс чемпион, все. Был Блахович. Да. Джон Джонс не 93, елки-палки. Он сейчас же поднялся, и вот сейчас у них будет бой. Да. Ну, такая вот этот Ган, последний бой меня, как бы, честно сказать, мне кажется, Джон Джонс он в следующем бою уберет. Если в такой же форме подойдет, с такой же психологической уверенностью, Джон Джонсу будет очень сложно. Волков? Нет, Ган. Ган. Ну, сейчас будет все равно Миочич против Джонса. Будет вот Ган. И вот хочу поговорить о главном бою, 5-раундовый. Вот всегда, знаешь, как бы за ММА тема хорошая, когда там происходят такие вещи, когда никто ни в кого не верит. Стрикланд, никто не верил в его победу, вышел, да, там, ну, какую-то угрозу чувствовали, что там в ранних раундах может уронить, что и произошло. Но в целом там на тайминг, на вот это, знаешь, как бы неоспоримое превосходство в 5 раундах никто не верил. Все думали, что Изи сейчас до 3-го раунда походит, на себя вынесет, где-нибудь уронит и навяжет свое. Что и не произошло. В первом раунде он очень близок был, я думаю, времени не хватило, скорее всего, и он добивал. Но вот что мне понравилось, даже когда он остановился, Стрикланд от добивания, то есть он отошел назад, не было ни секунды в его глазах расстройства. Не было ни на секунду не видно, что он там... Вот бывает, ты там 30 секунд вымахался и такой одышки. Все то же самое, все назад, и он понял, что нужно идти дальше. Вот это же психологически тоже ломает. У тебя был шанс, ты не воспользовался им. Значит, я больше, знаешь, как бы думаю о том, что, скорее всего, он был уверен, что будет 5 раундов драться в этой же манере, доминирующий, прессинговать. И, как мы вчера с тобой обсуждали, это его техника, да, вот это корявые удары ногой, корявые удары. Один момент, не один, даже несколько ударов было таких прямой, и сразу нога вместе улетает, да, то есть видел? Постоянно. То есть или колено поднимает, или руку бьет. И вот такие, как бы, вода камень точит, он бил. Хотя не сказать, что очень мягко бил, все время жесткие удары прилетали, и они достигли цели. Вообще, по моему мнению, Адесanya, он весь эмоционально вышел после боя с Перейро. Вот для него вот это важно было, то есть он эмоционально очень сильно поддавился. И, знаешь, как бы Перейро, помнишь, сравнивали, вот, типа, все, его никто не может пройти, все это там нереальная ударка, нереальный там нокаутер. И Адесanya после этого еще как бы не совсем пришел в те кондиции голодного, как говорится, бойца, да. И если замерять тот период после последнего поединка, он слишком, вот я вчера тоже аналитику читал, он, оказывается, слишком часто дерется. За последние 3 года у него то ли 7, то ли 11 поединков прошло. Ну, для чемпиона, да. Да, для чемпиона, то есть 11 или 7 защит было? Ну, много, я сейчас тоже не вспомню. Да, и если честно, это очень много. То есть ему, в принципе, за 3 года можно было 3 раза подраться. Но... Ну, видишь, у него бои проходили не слишком для него тяжелыми. То есть у него там тяжелое вот поражение было от Перейро, и, в принципе, тяжелый бой. Миша, запомни, тут важно не сколько ты там травмировался, не сколько ты там выдохся в бою, а сколько вот эта эмоциональная подготовка. Сегодня, вот почему говорят, я ментально силен, я там, ну, вот я сейчас читаю книгу, кстати, вот всем советую зрителям, «Гений чемпионов». Надо ее почитать. Очень сложно бойцу психологически настроиться. В сегодняшнем мире еще сильнее. Почему? Потому что они все на виду, они все видят, все подготовки своих соперников, свои какие-то моменты. Все время какой-то прессинг идет со стороны средств массовой информации, конкурентов, там, не знаю, да, то есть спарринг, то есть соперников. И вот это все происходит. И сегодня вот боец, это, знаешь, лучший боец, который там устоялся, да, там, в чемпионском титуле, ну, несколько лет, это действительно морально очень сильно волевой человек. Но
когда-то он дает сбой. Ну, со временем, может быть, и там с ухудшением формы, с какими-то другими показателями, семейными событиями. То есть психологическая составляющая бойцов сегодня, она должна быть на высшем уровне. И от этого многое зависит. Чуть слабинку даст, неуверенность поймает, все уже, да, там. Это чревато вот такими, как говорится, неэффективными действиями во время поединка. От Адесanya во время поединка было видно, что, знаешь, как бы он даже и не старался в конце. Видел, да? В конце, то есть после третьего раунда такое ощущение, как будто он просто велосипед включил, и даже комментаторы это отмечали, что, ну, что сделал, за что отдавать победу там, типа, Адесanya? За его велосипед все время назад убегает. То есть... Ну, это вообще его стиль так-то по боям. Не, ну раньше-то он хоть контратаковал очень хорошо, а в этот раз даже скорости там в четвертом, в конце пятого, в середине, начале пятого раунда вообще не было даже скорости от Адесanya. Вот эти удары фронт-киком, мне кажется, сбили дыхание и сделали свое дело. Кстати, друзья, Миша, я, с твоего позволения, прорекламирую нашу воду Найза. Очень вкусная. Начало твоих побед. Найза. Пейте, обязательно покупайте. И еще хочу отметить, каждая бутылка, которую вы приобрели, она помогает нам развивать спорт. То есть каждая копейка идет в развитие этого спорта, этого направления, ну и, соответственно, бойцов. Вот о чем как раз-таки я и говорил в начале нашего интервью. Если бойцы хотят больше зарабатывать, если вы хотите, чтобы они больше зарабатывали, покупайте все, что связано с Найзой. Надо до дна сказать. Ну ладно, я не буду. До дна я, наверное, не смогу. Да, отлично. Отличная вода. Да, отличная вода. Не, реально очень вкусная. Мне нравится. Знаешь, кстати, у меня даже полотенце Найза. Знаешь, я вот пью ее, и как бы не знаю, вот это выражение, типа, начало твоих побед, оно реально меня мотивирует. Ты заметил, как вода появилась, я начал часто тренироваться? Ну, то есть практически безотрывно, да, там на протяжении... Еще и книга сразу у тебя. Чемпионский путь, да, или как называется? Путь чемпиона. Гений чемпиона. Гений Книгу-то, чемпиона. ладно, я там уже... Не, это все связано, гений чемпиона. Может быть. Случайности не случайно. Забавный факт тоже по поводу боя Стрикленда и Адесanya. Не помню, либо сам Шон, либо кто-то из его там, тренерского корпуса говорил, что у них был бой бороться, весь бой. Ага. План? Да-да-да, план на бой был бороться. И Шон такой говорит, да что-то не знаю, ну, пошла ударка, и ладно. Ну, если она идет, конечно, но, скорее всего, у них не один план был, наверное, там их 2-3 было. Как раз-таки, наверное, если бы Шон изначально боролся, я не знаю, вот его вообще на сегодняшний день... Ему сколько лет? Ему не очень много, 30, 32, по-моему, что-то такое, 31. Ну, если, допустим, там начать бороться, переводить, и в первых разах не будет получаться, очень сложно будет это, во-первых, удержать в голове, что, типа, все нормально, идет туда-сюда. И, во-вторых, ты чуть начнешь дышать и руки отпускать. Скорее всего, это было бы, наверное, на руку Адесanya. Все пошло как нужно, да? Но нельзя упускать тот момент, что у Адесanya были же такие моменты, он возвращался и забирал. И, скорее всего... Да как раз прошлый бой. Да, и, скорее всего, будет реванш, и в этом реванше... Бывают такие бойцы, которые раз упустили в тренировочном процессе, потом нельзя забывать, допустим, если в психологическом плане рассматривать, для Стрикленда намного проще было драться с Адесanya, нежели Адесanya с Стриклендом. Почему? Потому что он готовился, во-первых, на другого бойца, во-вторых, ему есть что терять. А Стрикленд вышел там, ну, соответственно, за хороший гонорар, крутая возможность стать чемпионом, да, он ее не упустил. То есть в плане эмоциональном ему было легко. Он себя даже на пресс-конференции, помнишь, так себя вел, все время как бы говорил о, то есть, значимости, там, о результатах изи, да, то есть восхвалял его, но при этом говорил, ну, типа, я пришел, сейчас увидите, типа, а так особо не угрожал, да, грубо говоря. Ну, он там прикал, что он китаец, там любит собак. Ну, в принципе, не, приколов много было. Да, приколов. У него всегда они. Да, ну, в этом плане он как бы вообще молодец, легко подошел. Ну, посмотрим следующий бой, то есть я, конечно, не знаю, знаешь, не то чтобы мне Адесanya не нравится, но мне понравилась его воля от последнего, да, как он это все сделал. И тот эмоциональный момент, видишь, все-таки где-то в глубине души он сильно мечтал, сильно желал этого. Это не было, как нам привычно видеть для многих американских бойцов или западных бойцов, европейских бойцов. Типа вот, ну, типа, а-ля, это моя работа, да, типа, проиграл, выиграл, там, заработал, ну, самое главное это. Для него это реально титул был очень важным. И даже когда Дана Уайт одевал на него пояс, он чуть так прослезился, такой, гримаса была такая, да, там одновременно радости, счастья и каких-то слез, да, вот какие-то, видать, препятствия были в жизни, там много, да, там. Это все как бы было видно в его эмоциональном состоянии именно в тот момент, когда его объявили чемпионом. Может быть, не сильно до этого, как говорится, верил в это, но шел, делал, да.
Да, у него, на самом деле, я тоже советую всем нашим зрителям почитать про биографию Шона Стрикленда. Очень непростая жизнь была, и там его взгляды на жизнь сильно тоже менялись по вот ходу его жизни. Короче, интересный парень. Видишь, у нас как принято. Он стал чемпионом, теперь все будут его изучать однозначно. Я, если честно тебе сказать, не сильно наблюдал до боя с Адесаней за Стрикленда. Видел там его пару боев, последние там где-то в Германии за 2 месяца, да, вперед подрался. Да-да-да. В карьере у него был там проигрыш от Перейра, еще там... Он вообще начинал выступать в 77, потом пришел в 84. Молодец, крутая история. Вот как раз-таки такими историями и такими моментами очень интересен наш вид спорта. Почему? Потому что та динамика, тот момент, то внимание фанатов на то, что он там... Ты сам наблюдал там в эти бейтинги, сколько там давали? 12, да? На него, на победу решением 12 коэффициент, на просто, что он победит, 6, по-моему. Да, что-то типа 6,5. такого. Я почему это говорю? Просто сегодня у нас вот это... служба, наверное, реально отображение того, что как фанаты там за кого болеют или какие ставки делают реально фанаты, да, там никому не рекомендую, никого не позываю делать ставки, но вообще в целом говорю про это, да. То, что это реально оценка, там видишь, да, там. Не, там же коэффициент какой? Да, вообще как это работает, выставляют изначально какие-то коэффициенты аналитики, а потом уже они подкручиваются по ходу ставок. Да. Понятное дело, что все практически ставили на Адесанию, из-за этого и коэффициент падал на Стрикленда. По поводу еще Волкова хотел тоже реплику добавить. Быстро как-то пробежались. Я тоже бы посмотрел бы его, наверное, за чемпионский титул, но там очередь уже достаточно большая. Там есть и, во-первых, и Сирил Ган, есть там и Том Аспинал, вот тоже парень, который Волкова побеждал, причем достаточно так уверенно. Есть там сейчас и новый там бразилец Альмейда, вот, поэтому сразу же он точно не получит сейчас. Павлович Сергей точно. Еще есть, который тоже такой грозный каутер. Как минимум 4 человека стоит перед Александром Волковым, так что... если 4 человека, это немного, если честно. Он же не стоит там в десятке, да, там. Он уже, считай, близок, да, к тому, что наверное, 5. Кто-то травму получит, кто-то с кем-то еще что-то случится, кто-то откажется драться, кому-то гонорар не устроит. Но я думаю, Волкова там не обязательно заманивать большими гонорарами. В основном люди с СНГ там дерутся больше для начала за наследием, а потом уже за деньгами, да? Как правило, да, там. Как говорили же, там, типа, я сюда не ради денег пришел, а потом, впоследствии много денег заработал, но это тоже одно другому не мешает. Да, наши с СНГ ребята в первую очередь за историю идут. Мне кажется, еще и одно другому не мешает, еще и одно из другого вытекает, на самом деле. Однозначно. И деньги помогают наследию, и наследие помогает деньгам, так что ничего плохого в деньгах нет. Не, однозначно. Я просто к чему говорю, что, допустим, если там кого-то можно заинтересовать 10 миллионами долларов, а Волкова можно заинтересовать, наверное, скорее всего, не знаю, сколько там последний гонорар, не смотрел? Сейчас нет, это только от штата зависит. У него большие. 200-300. Да, у него большие гонорары. Я думаю, лям там для него это будет достаточная сумма, чтобы за титул подраться. А вот скажи, будет ли достаточная сумма лям там долларов подраться там Джону Джонсу? Нет, да? Как раз Фрэнсис Нганн уже за ляма не хотел драться. Я думаю, что там у Джона Джонса там запросы там, 20-30 миллионов, да, там, скорее всего. Хотя они там недалеко от друг друга стоят. Мне кажется, поменьше, наверное, не 20-30. Мне кажется, я не думаю, что... Джонс еще, когда будучи звездой был, он уже тогда хороший гонорар. Да, 20-30... Не знаю, мне кажется, это так. Дана Уайт бы не поделился бы 20-30 миллионами с Джоном Джонсом. Хотя он, наверное, по-любому какой-то процент с pay-per-view получает. Вот именно с процентом, наверное, что-то получается большое. Да, с этим и говорю, с процентом. То есть там прогнозируемый какой-то процент в любом случае будет. В любом случае, Волков, наверное, не тот боец, за которым там PPV последует покупать. В большом количестве. Хотя, знаешь, тоже такая история, условно, Драга, там, из Рокки еще пошло, что такое, он прям же фактурный еще, Волков, такой блондин, высокий, так накачанный, и, в принципе, какая-то интересная история может получиться, если там, условно, есть какой-то боец афроамериканец против такого северянина. Как раз-таки, да, на этом можно сыграть. И, кстати, в его интервью на английском шло, не все понял, но он часто употреблял, что-то там, да, ты не видел? Расскажи. Что-то там про политическую ситуацию. Не про политическую ситуацию, а Россия, там, Америка, ничего не говорил такого? Нет, но он сейчас переехал. Вообще он сейчас в США. Этот лагерь, он живет в США уже несколько месяцев или даже полгода. И там подводился. Что-то такое замечал, нет. Про политическую я не видел. Все возможно. Тогда я не понял это. Видите, нужно языки учить, чтобы понимать, реально говорить. Да, и есть место хорошее, где можно учить языки. Называется Дар Университет, университет 4-го поколения. Чтобы, как говорится, как я, не понять неправильно, нужно
изучать языки. И вот, Миша, расскажи, где ты учился казахскому языку? Казахскому я еще пока не учился, но Скоро у меня в собираешься? планах. У меня в планах поучиться в Дар Университи. Кроме казахского языка есть еще и всякие разные IT-профессии. Я же вообще по образованию математик-программист. Я вот думаю, если решу возвращаться в IT, вот устану от подкастов и от ММА, то воспользуюсь услугами Дар Университи. Ссылочка будет в описании к этому видео. Учиться никогда не поздно, и учиться всегда здорово. Угу. Давай теперь про Найзу поговорим. UFC мы обсудили. Тоже такая важная история. Угу. Люди хотят знать дату и место следующего турнира. Ну, следующий ивент у нас, как я и говорил до этого, в Бишкеке. Предполагали Бишкек. Есть у нас несколько поединков, которые очень связаны с Бишкеком. Это Ханыбек, Донченко. Это был Султан Жолдасбек с Дасаном Амагилди, но Султан по некоторым определенным причинам отказался драться. Будет драться Илиман Ширтаев с Ханыбеком. Еще ряд таких... С Дастаном. С Дастаном, да. Еще ряд таких интереснейших поединков ждут Кыргызстан, где будут и казахстанские бойцы, и кыргызстанские, и узбекские, ну, естественно, с дальнего зарубежья. И будет первый этап Гран-при, правильно? И также, да, начнется первый этап Гран-при, где выступит команда Дартим против команды с Кыргызстана. То есть, в целом, это 13-12 поединков. Я думаю, должно получиться очень интересно. Вообще, в Кыргызстан, знаешь, мне очень интересен тем, что, вот, допустим, население Кыргызстана, да, там, ну, скажем, 6-7 миллионов. Нас 20 миллионов. Возьми любого бойца с Кыргызстана, менее топового, у них прям фан-база очень мощная. Болеют за своих нереально круто. Ну, у нас тоже не отстают, но при том, что у них меньше народу, все равно как бы очень активно своих бойцов поддерживают и болеют. И, знаешь, такую шумиху создают, да. Сегодня в Кыргызстане такая очень богатая история смешанных единоборств. Если брать про спорт такого мирового уровня, высшего достижения там, в области ММА, это Шевченко, которая была чемпионкой. Сегодня у нее опять амбиции какие-то возвратиться. Но она, наверное, из девушек так долго, наверное, никто не защищал, да? Около 7 раз. Нет, Аманда Нунес защищала 16, по-моему, раз. Да? Вот. Ну, нифига себе, я ошибся. Но все равно это Шевченко тоже, да. Да, достаточно хороший результат. Скромная, красавица такая, сильная, волевая. Ну, последний бой проиграл. Я как раз-таки был на этом поединке, когда Шавхат дрался. Но она... Многие другие ребята, которые сегодня с Кыргызстана выступают там в тех или иных промоушенах, у нас очень хорошо себя зарекомендовали, там чемпионы есть. Тот же Бусурманкул Абдибайт, который как раз последний бой свой провел на Найзе. Бусурманкулов, Ханыбек, Ажигит Еркибайула и много-много других бойцов, я же говорю, которые выступали. Исингулов, который выступал, да, очень хороший, сильный боец. История ММА в Кыргызстане, она очень богатая, и ее нельзя останавливать. В наших планах не один раз провести там турнир, сделать какой-то в календаре постоянный ивент ежегодно. А также, ну, не буду сейчас говорить про это, но скоро выйдут новости, где у нас будет такое плодотворное и очень стратегически важное сотрудничество с Кыргызстаном. С кыргызстанским направлением ММА. Ты дату забыл сказать. 7 октября в Бишкеке. Скоро, ну, сегодня должны объявить о продаже билетов и место, и время, да, где это все будет. Билеты как-то онлайн покупать или... Вот про билеты как раз-таки там маркетологи отрабатывают. Видишь, скоро объявят. Сегодня должны объявить, где покупать билеты. Но немаловажный факт. Турнир будет транслироваться, ну, до мейнкарда. Это тот же InSport, Q-Sport, наша YouTube-площадка. А мейнкард будет транслироваться на платформе Найза ТВ. Так что, ребята, там сегодня стартовали продажи с очень хорошей скидкой, кстати. За полгода покупаешь там 50%, а если на год покупаешь, это 60%. Ну, на год подписку покупать за 1000, примерно 700 тенге, что ли, что-то такое. Ну, сейчас не вспомню, но наши, наверное, ребята выведут, да, сюда цены на подписку и ссылку на сайт, где можно это все приобрести. Еще раз напомню, друзья, чтобы борцы получали хорошие гонорары, чтобы наша компания развивалась, чтобы этот бизнес реально превратился в бизнес, и мы продолжали свою активную, такую качественную работу, нужно покупать. Не жалейте вот этих 1700 тенге на год,
где можно приобрести и весь год смотреть. А там будут и контенты, связанные с ивентом, и вне его, по баттербол, и много-много другое. Очень интересно. Даже некоторые подкасты наши с Мишей и многих других наших лиц канала Найзы перейдут туда. Так что наблюдайте. Мы с тобой начали говорить про Жалгаса Жумагулова. Как раз история о том, что он тоже станет бойцом Найза. Насколько она сейчас продвинулась и когда мы... Нет, о том, что он типа станет бойцом Найза, я не знаю. Будет ли ему там вообще в целом интересно драться в целом. Ну, хотя бы один бой проведет. Да. Ну, один бой, конечно, в ноябре. У нас с ним такие договоренности есть. Контракт хотим отправить после того, как определимся с бойцом. Отправить контракт и уже дальше уже с ним там связываться и говорить. Жалгас, я еще раз говорю, для меня лично, там, для многих других, кого я знаю, и для фанатов мы видим, да, его любят, и есть, которые там, ну, недолюбливают, да, но в целом Жалгас, я говорю, в 2018 году он сделал невозможное. С него началась история новой эры ММА. То есть не было ни одного бойца, который те подвиги совершил, которые Жалгас совершил на тот момент. Почему? Потому что Fight Nights это была лига в мире, то есть на 4-м или на 5-м месте с очень таким качественным пулом бойцов, в том числе это, помнишь, бои, как Федор Емельяненко, там, Мальдонадо и многие-многие другие, там, имена такие были, ну, то есть турниры гремели, да. Не буду говорить про сегодняшнюю ситуацию, ну, скажу, тогда это прям нереально круто было. Забрал этот пояс, привез, после него там Мороз М1 привез, и вот все, что они тогда могли, они сделали прям на высшем уровне. И бои были прям умопомрачительные. Я помню, вот за каким бойцом там, да, в Россию ездила толпа там за Жалгаса, во время поединка Жалгаса, это было в Сочи, я помню, да, на Красной Поляне, там чуть ли не ползала Казахстан приехали. Я вот на тот момент помню, вот мои друзья, там Арман был, вот все там ребята ездили, там чуть ли не 50 как машин. бой с Багаутиновым. Да, только 50 машин поехало так, ну, там, ну, нереально, да, то есть вот она, фанатская база, вот оно, действительно... Потому что, видишь, именно в Жалгасе люди увидели, тогда вот какой-то такой стереотип был, типа, ну, казахи не могут там пройти дагестанцев, там, кавказцев, россиян. Знаешь, не в силу того, что там боятся или там слабее, а вот именно ММА это там больше их спорт, наш там, это там, возможно, там другие виды спорта, да, там. И тут в ММА начали первые ласточки, у Жалгаса перед этими победами очень много поражений было, не надо это забывать, он даже в Найзе, когда первый раз дрался, он проиграл первый бой. Очень быстро, достаточно. И этот парень, у которого ничего не было, я помню его, там у него ни денег, ничего, мы там часто общались с ним, там, знаешь, как бы ходил там, грубо говоря, там, у кого-то просит на билеты, у кого просит там на лекарства, у кого-то просит на это, постоянные травмы, постоянно дом нужно там содержать, да, там, жена, а он, мне кажется, ну, достаточно давно женат. Несколько. Семья, ну, это сейчас, да, несколько. Еще больше траты к этому. И реально вот эту историю все видели, знали, и видишь, для фанатов она ценная. И даже вот сейчас некоторые там начинают возмущаться, почему, как. Ну, этот человек стоит этих денег. Угу. Человек, который тоже с ним шел в связке недавнем посте в Инстаграме, это Нариман Аббасов. Угу. Должен был подраться с Магомедом Кабардиевым. Бой еще в силе или вот после последних событий, что Магомед проиграл в финале нашего дела, бой уже под вопросом? Да, вот с Магомедом Кабардиевым история, наверное, решится до конца этой недели. Они скажут, да или нет. Сейчас они тестят, смотрят. Там вопрос не сколько в подготовке, а сколько в весогонке. То есть смогут ли они там еще в промежуток вот этого определенного времени, да, которое осталось, согнать еще раз. Ну, то есть, видать, не совсем легко дается это. Ну, в принципе, никому оно легко не дается. В целом, это очень сложный такой процесс. До конца этой недели будет ответ. Если нет, меня заинтересовало то, что Дамир, не знаю, это где было интервью, я даже зарепостил его, но Спорткор, кажется, давал, да, это интервью. Где они это взяли, я не знаю. Дамир точно не спрашивал еще, но я переговорю с ним, если... Ну, в принципе, интересный бой, интересный поединок. Для казахстанской публики я могу это сделать, да? Против Аббасова? Да. Прикольно. Видел? Нет, не видел. Ну, то есть Дамир написал, типа, или, скорее всего, он у себя в социальных сетях, да, где-то написал, что, как бы, ну, многие меня там спрашивают и далее, и так далее. Ну, типа, я готов. Ты усугубишь опять отношения с ACA, потому что они хотели его подписать. Дамира? Угу. Ну, не знаю.
Нужно ли Дамиру VSA или нужно ли им вообще Дамир, не знаю. Ну, им нужен все-таки, да, экс-боец UFC с хорошим рекордом в UFC, то есть он, хоть и там проиграл последний бой. Ну, 4-2, да? Да, но при этом побеждал сильных ребят, Дамир, да. был в рейтинге легкого веса, так что это хорошее приобретение. Әңгіме жоқ. Көрейік, Дамир не дейді екен. Я. Надеюсь, ты сказал все хорошее. Не, хорошо. Дамир с меня ничего спрашивать не будет. Окей. Что-то еще есть тебе рассказать? Ну, в целом о всем поговорили, о многом. Я думаю, знаешь, это хорошая история будет для твоего возвращения на наш YouTube-канал, вот после отпусков и всякой череды вот твоих деловых встреч и переговоров в разных странах. Поэтому надо опять вернуть за хорошую вот какую-то традицию еженедельный подкаст. Вообще не проблема, если будет время, я хоть каждый день готов записываться. Ты же знаешь, самое главное, смотрите за моим календарем, наблюдайте, где свободное место есть, носите приложение, будем, как говорится, рассматривать его в порядке очереди. Да, сейчас вместо 2 часа тренировки. Нет, тренировка это час максимум. То есть меня занимает, там, переоделся туда-сюда. А так, в целом, мы же здесь, на одном этаже. У нас сегодня с Викой переговоры были и ждут ряд таких интересных интервью. То есть не буду сейчас анонсировать, но очень... А то все сорвется. Да, и ты как раз-таки будешь там участвовать. Их много будет, так что ивенты впереди, и надо топить. Я думаю, мы еще порадуем наших зрителей не только в области ММА, но и в других видах спорта. Да, друзья, спасибо, что нас смотрели. Не забывайте писать комментарии под это видео, писать, кого нам надо пригласить в следующий раз. А также подписывайтесь на наши социальные сети. Это и наш Инстаграм, и наш YouTube-канал, и наш ТикТок. Кроме того, на нашем сайте теперь будут трансляции турниров на ИЗА, так что не забывайте, приходите, пока там есть ссылки, воспользуйтесь. Иә, достар, баршаңызға рахмет. Бізді қолдайтындарың болатын болса, араларында лайкты басып, комментарияны қалдырып, одан кейін біздің YouTube каналымызға жазылып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Тебе надоела ежедневная рутина? Чувствуешь себя не на своем месте? Чего же ты ждешь? Начни свою карьеру в IT.